Дорогие ребята, доброе утро! Я хочу вам сегодня рассказать про самый замечательный химический элемент – углерод. Почему он самый замечательный? Потому что вся жизнь на нашей планете Земля построена на этом замечательном химическом элементе углероде, который, связываясь с другими элементами, создает вот вокруг нашу жизнь, наше тело. И поэтому, конечно, надо знать про этот углерод как можно больше. Я смотрел вместе с вами недавно передачу, вот такую же утром, и там очень интересную вещь узнал, что слово «карандаш», оказывается, состоит из двух слов тюркского происхождения. «Кара» – черный, и «таш» – камень. Вот этот «караташ» или графит, вот он на рисунке вам показан. Это черный камень, минерал. И он очень интересные свойства имеет. Он чешуйчатый, и когда проводишь по бумаге им, то он оставляет след. Это заметили и стали использовать его для того, чтобы писать, рисовать и так далее. И вы, и я, и вы, и мы все вот этими карандашами и пользуемся. Вот у меня тут показан портрет Александра Сергеевича Пушкина, исключительно карандашом нарисованный. И я даже полагаю, что художник, когда рисовал, он даже не предполагал, что рисует непосредственно углеродом. Вот этот графит и карандаши вы все знаете. И следующую форму углерода вы тоже, скорее всего, слышали, может быть, и знаете. Как только углерод перестраивается в виде пирамидки, то получается совершенно другое вещество, которое мы знаем как алмаз. И алмаз уже у нас чемпион по твердости. Но самое интересное, что если его определенным образом обрабатывать, то мы можем получить украшение, которое тоже все знают, это бриллиант, который уже очень стоит очень дорого, и женщины очень любят. И долгое время вот мы знали эти две формы углерода, это алмаз и графит. И вдруг последние 50 лет начали открываться все новые и новые формы углерода. Оказывается, если оторвать одну только чешуйку от графита, то мы с вами создаем совершенно новое вещество, которое называется графен. И графен тут же становится чемпионом по прочности. Он, оказывается, очень прочный. И вот это его свойство начали тут же использовать. И я прочитал, что одна фирма, которая изготавливает спортивные кроссовки, добавила графен к веществу, из которого изготавливают подошвы этих кроссовок. И получились кроссовки с нестираемой подошвой. Оказывается, если этот лист графена свернуть, то получается трубочка. Она очень мелкая, наномасштабов. Сейчас очень часто говорят нановещества. И эти трубки, оказывается, тоже имеют такие волшебные свойства. Вот если, например, добавить некоторое количество этих нанотрубок в бетон, то получается бетон с уникальными свойствами. Если графен свернуть в шар, то мы получаем целый класс таких углеродистых веществ, как фуллерены. Вот если у меня показано, сначала открыли один фуллерен, а потом оказалось, что их так много, что вот здесь на схемке нарисовано очень много самых разных фуллеренов, причем очень с интересными названиями. Вот в середине, например, это кролик, фуллерен кролик. А вот справа тут большие такие фуллерены, это луковицы, они друг в друге сидят. И таким образом создают самые экзотические, самые удивительные свойства, которые используются в различных отраслях промышленности. Перед вами тоже очень много, видимо, откроется различных тайн того же углерода, и природа раскроет, и могут получиться новые лекарства, новые вещества, которые помогут нам продвинуть нашу цивилизацию вперед. Поэтому желаю вам хорошо учиться, не болейте, будьте здоровы.